За лето вот привезли, да, фрагменты от храма Тхабаевды, которые находились в музее Чеченской Республики. И вот мы сейчас видим. Эти камни в Чеченском национальном музее находились очень давно. Скорее всего, они туда попали во время реставрации храма в конце 70-х годов. И даже в советское время, когда мы были в этом музее, они всегда там были подписаны как фрагменты храма Тхабаэрты. Мы очень долго вели переговоры, и после обращения они сразу согласились, что они передадут эти камни. Ну, бумажная волокита, очень музейные предметы так легко не передаются. Была проделана большая работа через Министерство культуры Российской Федерации. Нам дали разрешение, и вот 19 ноября выехало наше руководство, это министр культуры, замминистра, директор музея. И вот в торжественной обстановке нам были переданы фрагменты храма, и они пополнят коллекцию камней, которые находятся у нас в доступном выставочном. Вот эти, да, у нас продолжение? продолжение? Да. Это не все камни, которые у нас здесь дислоцируются. 6 камней было передано из Грузии в 2011 году после переговоров с тогдашним руководством. Потом камни поступили после прямого обращения Белозерский, кажется. Это археолог, который очень долгое время вел переговоры, вел исследования храма Тхабаэрды. И так получилось, что камни были на улице, и он посчитал, что они должны находиться в музее не в открытом доступе, потому что очень много и влага, и погодные условия могли в дальнейшем испортить эти орнаменты. Мы видим, вот в экспозиции у нас есть предметы колонн у входа в храм Тхабаэрды. Это вот эти, да? Да, да. Также у нас в музее хранится камень, центральный фасадный камень третьего человека, да, который долгое время отсутствовал, даже отсутствовал во время реставрационных работ, которые велись на тот период. Он здесь все время у нас находился, да, камень? Он находился в горной Ингушетии, где вот исследователи как-то обнаружили у кого-то в подворье, и вот камень был перевезен сюда, к нам в музей. И скоро после реставрации займут свое место. Ну, опять же, музейные предметы, они или эти камни, или их копии, наверное, займут место. Ну, опять же, когда будут, если эти камни будут водружаться на свое историческое место, опять же, это будет большая работа с Министерством культуры Российской Федерации, потому что музейные предметы просто так не отторгаются. Это предметы федерального значения. Поэтому... Говорят, еще у нас камни, которые находятся за пределами, вот, какая работа проводится по ним? Ну, этим музей как-то не очень занимается, это должны делать другие наши археологи, историки, да. Но где-то хранятся камни, эти 12 стульев каменных, где-то куда-то же их вывозили, где-то же они должны были сохраниться. Ну, просто бывает, некоторые есть публикации, что вообще их не было, вот этих 12 стульев около храма. Ну, они же есть? Это же легенды. Всякая легенда имеет свою какую-то основу. Есть исследования, которые проводили иностранные люди, которые были на территории горной Ингушетии, которые вот эти камни зарисовывали. Просто нужно изучать в дальнейшем. Хорошо, что они вернулись. Еще у нас много предстоит работы, да, которые по отдельным. А есть еще по информации, что в Грузии находится камни. Ну вот то, что в Грузии были 6 камней, они привезли, потому что в Грузию были вывезены вот это вот арочные 3 камня, на которых есть надписи, опять же, о Центавруле.
исследовали. И с ними, вот, например, вот эта центральная, она очень интересная плита, вот эта вот стоит, которая. Вот это, да? Там очень Вот четко выраженный орнамент. Вот это, да? Да, это тоже с Грузии мы привезем фрагмент. Также фрагмент, ну вот эти вот 3 арочных, там орнамент, видите, одинаковый. Они все вместе должны, ну просто так Вот это, да? положили неправильно, да. Вот эти 3 камня, это одни, это арка. А если вот в старых зарисовках посмотреть, вот это колонны входа, вот над этой колонной была вот эта арка. Арочная, Да, да? это арочные такие Вообще, если колонны. восстановить, очень красивый будет храм. Орнаменты, да. А даже по орнаменту видно, что это очень древний храм был. Даже по этим камням. Ну вот этот он уже и затесался, и вот лицо отбито. Лицо, да, отбито. Жалко, конечно, но Вот. сам камень, что хорошо, что сохранился. В таком состоянии хорошо, что сохранился. Но здесь вот тоже мы видим какие-то вот буквы написаны. Видите? Тут какие-то надписи есть. И вот эта плита, она тоже фасадная плита, вот с этими буквами, которая, она, вот эта плита ниже вот этой колонны находится. В зарисовках. Ниже вот этого, да? Да. Да, да. Здесь тоже вот плохо прочерченные, правда, можно было как-то поисследовать. Но со временем будут сейчас исследовать, наверное. Самое главное, привезли их. А так уже будут проводиться необходимые работы. И специалисты, которые занимаются этим направлением, будут работу свою делать. Это же с Ингушетии был, да? Это с Ингушетии. Да, Вот эти камни с Ингушетии. Ежди. Вот это. А грузинский вот этот камень из Грузии, вот эти 3 и вот этот камень. Еще какой-то должен был быть. да. Я его не вижу. Ну, очень красивый. Вот этот камень вообще бесподобный. Потому что Но хорошо всегда... есть зарисовки вот Да, иностранных исследователей, которые дают нам полную картину, где находились эти камни. Это в основном вот эти вот 3 камня, это фасадные камни. Все, это баркал, я рисовал, это Далберка, Тихалпшин был.